Звук есть, да? Есть участники. Здравствуйте, дорогие участники. Мы начинаем наш вебинар. Напишите, пожалуйста, в чате, видно ли, слышно ли меня. Да, поставьте плюсики, потому что мы долго подключались сегодня к системе. Поставьте, пожалуйста, плюсики, видно ли, слышно ли меня. Для того, чтобы мы могли начать работу и уже не останавливаться по техническим вопросам. Угу. Я вижу, вот у нас есть уже 4 участника, 5. И мы обычно делаем запись. Видно, слышно хорошо. Все, спасибо большое, Надежда. Сегодня у нас тема непростая, но тема очень важная, и она касается очень многих родительских запросов и по воспитанию ребенка, и по вопросам, связанным с собственной взрослой жизнью. Потому что многие из нас прекрасно понимают, что много вопросов было из детства. И как раз для того, чтобы понимать, а что, собственно, из детства, и с чем мы идем по жизни, и есть ли вообще возможность убрать вот эту вот часть, например, да, своей прошлой жизни и жить по-другому. Спасибо, Кристина. Вот. Можно ли вообще по-другому, можно ли переструктурировать, перестроить свой прошлый опыт, можно ли забыть, вытеснить этот опыт, да? Или нужно как-то с ним идти, и можно ли тогда быть успешным и счастливым, зная свой опыт детский. Вот. И для того, чтобы, конечно, профилактировать в будущем возникновение обид, травм уже собственных детей. Поэтому тема непростая, и, конечно, будет здорово, если вы будете задавать по ходу вопросы, и мы будем в диалоге обсуждать. Я понимаю, что много людей смотрят вебинары в записи затем. Ну, у тех, кто присутствует точно, конечно, больше возможностей качественно проговорить ту или иную тему. Так, представлюсь, меня зовут Татьяна Асташова, я клинический психолог, коуч. На данный момент исполняю обязанности заведующего отделением экстренной психологической помощи регионального центра развития социальных технологий. Консультирую частно, да, практикую, и именно практика дает возможность выбрать наиболее актуальные темы для проведения вебинаров. Потому что запросы, которые поступают от родителей, они чаще всего связаны именно с травматичным прошлым опытом или с желанием понимать, как не причинить травму своему ребенку. Что такое психотравма? Да, для того, чтобы мы понимали, о чем говорили на одном языке. Психотравма возникает в случае переживания человеком очень сильного стресса. Стресса, который превосходит защитные силы организма на текущий момент. И требуется и внешняя помощь, в том числе для того, чтобы то или иное событие пережить. Это касается и совершенного по отношению к человеку насилия. Мы разберемся, что насилие не только в плане физического насилия, о котором сейчас много говорят, и сейчас, слава богу, уже родители в гораздо меньшей степени используют физическое насилие по отношению к ребенку, но тем не менее, мы выросли в семьях, где физическое насилие считалось абсолютно нормальным, и иногда на родительских собраниях родители в том числе говорят о том, что нас били, и мы выросли хорошими людьми. Вот. Для того, чтобы поговорить о таких стереотипах и мифах, которые очень много до сих пор существуют в нашем обществе, сегодня эта тема и поднята, в том числе. Ага, спасибо, Елена. Психотравмы чаще возникают именно у детей, да, поскольку дети очень сильно зависят от значимых взрослых, и противопоставить что-то в ситуации насилия или в ситуации переживания сильного стресса они не могут. Но при этом нужно понимать, что в ситуации истощения нервных сил и во взрослом состоянии у человека может возникнуть травма. Да? Потому что каждый из нас понимает, что
Есть ситуации, где мы сильны, где у нас есть ресурс, и мы справляемся с текущими ситуациями. А бывает состояние, когда нет ресурса, нет энергии для того, чтобы преодолеть ситуации горя, утраты, какой-то травматичной ситуации. И тогда нехватка сил приведет к тому, что это может застрять, да, внутри, в бессознательном. Человек пытается вытеснить, потому что пережить это довольно трудно. Здравствуйте. Насилие может быть не только физическим, но и психологическим. Вот. И очень важно понимать, что степень травмированности при психологическом насилии не менее сильна, чем при физическом насилии. Физическое насилие – это, безусловно, наибольший такой фактор, который оставляет след в душе ребенка. Это нарушение всех границ. Первая граница, которая есть у человека, это именно телесная граница. И когда эту телесную границу физическим насилием, даже шлепком нарушают, это оставляет наибольший след в жизни ребенка. Но при этом нужно понимать, что психологическое насилие, психологическое воздействие на ребенка оставляет не менее сильный след, и это тоже может приводить к травме. Что же отнесем к психологическому насилию? Потому что физическое насилие, мы все понимаем, о чем это. Да? Это касается тела ребенка. А вот с психологическим насилием гораздо труднее разобраться, и многие родители считают, что крики, угрозы и какие-то манипулятивные воздействия на ребенка, это не является насилием, это вот такой способ воспитания. Если я ему не скажу, там руки-ноги переломаю, то он не придет вовремя. Вот для меня что-то со связью. Вот. Для меня, например, звучит абсолютно дико ситуация, когда родитель позволяет себе такие слова, угрозы произносить в адрес ребенка. Но, уверяю вас, есть родители, которые систематически изо дня в день используют такое манипулятивное поведение, угрожающее поведение, и считают это абсолютной нормой для того, чтобы воспитать хорошего человека, скажем так. Да? Звучит дико абсолютно, каменный век. Но, тем не менее, сегодня в нашем, казалось бы, современном обществе такие ситуации возникают. Я не хочу стигматизировать родителей, которые используют такие способы воспитания, потому что это неэффективно, это ни к чему не приводит. В данном случае это тоже давление, да, стигматизация и насилие. Вот. Я хочу сказать таким родителям, что понятна причина их подобного поведения, их подобного воспитания детей. Но это не разрешает им действовать таким образом. Это дает возможность научиться делать иначе. Да? То есть не идти привычным проторенным путем, когда способов воздействия на ребенка крайне мало, и вот этот узкий перечень воспитательных методов заключается как раз только вот в таком манипулятивном воздействии, потому что, конечно, много идет из родительской семьи. Но сегодня, да, мы можем говорить о том, что осознанные родители, которые не хотят идти по заранее продуманному кем-то сценарию и хотят взять ответственность за результаты воспитания своего ребенка на себя, они приходят на консультацию, и мы разбираемся в причинах и в способах изменения текущей ситуации. Так вот, к психологическому насилию, конечно, относятся крики. Крик – это вообще признак беспомощности. Это когда родитель использовал все имеющиеся в его распоряжении арсеналы воздействия на ребенка. Они не дали результата в той или иной ситуации по тем или иным причинам. И не всегда это потому, что ребенок плохой. И вообще не потому, что ребенок плохой. Да? Вот в психологии мы отходим от оценивания плохой-хороший. У каждого человека есть та или иная причина для того или иного поведения. Вот. И когда вот этот перечень имеющихся средств родителя исчерпан, родитель начинает кричать. А дальше за криком ничего нет. Чаще всего это не воздействует, особенно если мы говорим о ребенке подросткового возраста,
то крик вообще малоэффективен, а маленького ребенка он вообще может вогнать в ступор, и это правда может быть травмой. Особенно в ситуации не разовой, а систематического использования крика в воспитательных целях. Вот. И такие дети на наших занятиях, на консультациях могут рисовать родителя, одного из родителей или родителей в целом, семью, как большого кричащего монстра. Вот, и такие ситуации бывают. Да? Вот это, такая ситуация, конечно, уже свидетельствует о наличии травмы у ребенка. Крики угрозы. Да, вот есть родители, которые сегодня говорят о том, что если ты принесешь двойку, то и пошли рассказывать ребенку счастливую историю его всей будущей жизни. Вот. Ребенок понимает, особенно если он уже в подростковом возрасте, он понимает, что, ну, скорее всего, там руки-ноги не выдернут, но это же не снижает уровень стресса и уровень страха у ребенка. И это печально, потому что это путь в никуда. Мы таким образом воспитываем испуганных детей. Вот. Будет здорово, если вы напишите в чате, сталкиваетесь ли вы со случаями психологического насилия в окружении, видите ли вы таких родителей, потому что я вижу такие ситуации регулярно, даже не на работе. То есть в обычной жизни регулярно сталкиваюсь с психологическим насилием в отношении ребенка. Ну, чаще всего ребенка, да? Вот. Оно не только по отношению к ребенку может быть, но тем не менее. Давление, манипуляции. Родители очень изощренные манипуляторы в каких-то случаях. Да, даже просто идя по улице, да, спасибо, Наталья. Постоянно, да, Кристина. Вот, к сожалению, мы вот в этом обществе живем, понимаете? И это сценарий, по которому идут люди из поколения в поколение. То есть нас ремнем лупили, мы выросли хорошими людьми. Вот хорошее в данном случае совсем не равно успешным и тем более не равно счастливым. Вот, вырастили таких боящихся всего людей, и мы растим такими же наших детей. Детей, которые не могут проявить творчество и креативность только потому, что они напуганы настолько, что шаг вправо, шаг влево расценивается как, не знаю, очень серьезное преступление. Вот. Ну и школа помогает, конечно. Игнорирование ребенка. Очень тяжелые последствия в ситуации, когда родители начинают манипулировать именно игнорированием собственного ребенка. Когда они молчат, когда они не отвечают на вопросы, уходят в свою комнату, когда они говорят, что ну, у меня больше нет ребенка, да, то есть вот такой, я тебя отдам в интернат, и меня больше не волнует то, что с тобой происходит. Родители говорят своим детям такие вещи. Вот, когда они, ну, вот ребенок устроил истерику, и мама идет по улице и больше не реагирует на своего ребенка. Он бежит на них, кричит, вот, а она идет. И понятно, что в этой ситуации беспомощны оба. И мама беспомощна в этой ситуации, и ребенок беспомощен в этой ситуации. И я всегда в таких случаях говорю маме, что ну, давайте посмотрим, кому легче. Кому сейчас легче начать что-то менять в этих привычных деструктивных паттернах поведения. Ребенку легче менять, когда приводят ребенка, например, на консультацию, говорят, что ну, он не слушается, он меня не слышит, он не делает то, о чем просит, и вообще он какой-то ненормальный. Вот, и на это говорят, да, сделайте его снова послушным и хорошим. Вот есть такие родительские запросы, и, конечно, тут огромная работа в дородительствовании самих родителей. Вот это особая работа, которая на сегодняшний день очень актуальна. Это обесценивание достижений ребенка, это насмешки, обидные высказывания, оскорбления. И такие вещи звучат в семье. Мы не говорим об улице, о жестоких сверстниках, об учителях в школе, которые обесценивают, игнорируют, могут насмехаться над ребенком. Мы говорим не о чужих людях, мы говорим о близких людях, которые, имея определенную такую власть по отношению к ребенку, позволяют такие
вещи. И вот с такими обидами ребенок растет. И это не может не сказаться на его взрослой жизни. Мы посмотрим потом более подробно. Изоляция ребенка, то есть, ну, например, мы больше не разрешаем тебе ходить гулять с друзьями, пока ты там не выучишь всю свою математику. И мы его изолируем от контактов, как будто бы внешних, надеясь, что теперь он полюбит эту математику. Вот как только мы его изолировали от сверстников, он должен почему-то вдруг начать вести себя иначе. Мы его не научили вести себя иначе. Мы в этот момент наказали, то есть мы остановили нежелательное поведение. Но наказание ничего не формирует. Оно просто остановило. Ничего нового на этом месте не вырастет, если мы не прикладываем к этому определенных усилий. Частые конфликты в семье с эмоциональным вовлечением ребенка. Ребенок в ситуации конфликтов в семье всегда эмоционально очень сильно в это вовлекается. И в большей части случаев ребенок начинает винить себя в том, что в семье происходят конфликты, в том, что в семье происходит развод. Практически всегда он берет вот эту вину на себя, потому что я какой-то не такой, и он может эти вещи не озвучивать, но он практически всегда внутри переживает очень серьезные чувства по этому поводу. И именно поэтому родителям нужно озвучивать ребенку, что он не виноват, озвучивать, что мы сейчас поспорили, эмоционально как бы завелись, ты тут ни при чем, ты не бойся, все хорошо. Мы постараемся больше так не делать, ну это в идеале. Вот. Ну и когда амбивалентное отношение к ребенку, то есть ребенок попадает в ситуацию, когда либо разные члены семьи ведут себя по-разному, папа строгий запрещающий, мама мягкая разрешающая, например, и тогда он научается очень быстро вести себя двойственно, амбивалентно. Вот. Но при этом всегда у него высокая тревога, потому что он не знает, как надо. Он понимает, что в одной ситуации можно, в другой ситуации нельзя. Или, например, у мамы плохое настроение, сегодня ничего нельзя. А завтра у нее замечательное настроение, завтра можно все. И вот в таких ситуациях, в таких качелях ребенок не может сформировать четкую свою уверенную опору на семью. И у него постоянно высокий уровень тревоги, он все время напряжен. Это дети, которые не могут расслабиться. Они все время думают перед тем, как что-то сделать. И это, конечно, вырастает в ряд таких психологических зажимов во взрослой жизни. Это очень зажимистые такие люди, которые не знают, как можно, как нельзя, и пытаются всегда себя контролировать. Вот. И, конечно, это не даст ребенку возможность проявить какие-то свои детские, креативные, творческие возможности, потому что он боится реакции. Он никогда не знает наперед, какую реакцию он получит. И еще он в этот момент очень сильно научается реагировать на настроение родителей. Он всегда очень внимательно смотрит, в каком настроении мама, в каком настроении папа. И это его приучает ориентироваться не на собственные потребности, а на потребности окружающих людей. Это люди, которые потом вырастают и очень четко замечают, в каком настроении начальник, да, в каком настроении... Так, какая-то у нас штучка раскочила, не знаю, что с ним делать. Вот. Да, то есть каждый раз ребенок не себя научается слышать, чего я хочу, а научается слышать, чего хотят окружающие. И ориентируется всегда на состояние, настроение и взаимодействие, да, с окружающими людьми. Вот. Про них он больше знает, чем про себя. Конечно, это скажется на взрослой жизни, да? Она не уходит бесследно. Вот. Алиса Миллер говорила о том, что такая педагогика в семье можно назвать, да, называется отравляющей педагогикой. Изо дня в день в семье отравляется ребенок. Да? Это токсичные отношения, именно поэтому они называются токсичными, потому что они отравляют изнутри. И интоксикация может быть по взрослой жизни очень и очень серьезной.
А, Что ведет к развитию травмированной личности? Когда родители хозяева зависимого от них ребенка, то есть они очень четко, внутренне, бессознательно ощущают свою власть над ребенком и реализуют ее в полной мере. Потому что, возможно, где-то не могли реализовать, потому что понятно, что у них внутри тоже есть масса обид детских и масса травм, которые сегодня заставляют их поступать именно так, а не иначе. Но это не оправдывает. То, что мы знаем причину, по которой родители могут разрешать себе вести себя таким образом, это не значит, что теперь мы их прощаем за это. Да? Мы им говорим о том, что нужно меняться. У вас есть все инструменты для того, чтобы сейчас начать жить по-другому. Вы имеете возможность ими воспользоваться. Родители определяют, что хорошо и что плохо, и у ребенка в этой ситуации не формируется собственной оценочной системы. У него нет собственных принципов и нет собственного такого ориентира в будущее. У него нет ответственности за собственную жизнь и здоровье. Но при этом у него есть ответственность за других людей. Да? Это про то, что вот он научается ориентироваться на других. Он несет ответственность за гнев родителей и всегда берет вину на себя. Ребенка в таких отравляющих отношениях надо сломить. Это тоже про реализацию своих властных таких потенций. Вот. И чем раньше, тем лучше. Сломленный ребенок не может противостоять. Не может противостоять, можно лепить чего угодно. Методы, которыми добиваются послушания в таких деструктивных семьях, это психологические ловушки, обманы, двуличие, увертки, отговорки, манипуляции, устрашения, отвержения. То есть посмотрите, какой широкий, ужасающий перечень воспитательных воздействий, которые практикуются в деструктивных семьях. Это все приводит к травмированности ребенка. Если, тем более, это имеет систематический характер. Конечно, детская травма влияет не только на психическое, это понятно, про психическое состояние взрослого человека, но и на его физическое здоровье. А вот психиатр Дороти Берман говорит о том, что последствия психотравмы могут выходить и на физиологический уровень. Это вся психосоматика, которая идет с нами по жизни и, конечно, дает о себе знать в ситуации уязвимости во взрослом состоянии. Дороти Берман говорит о нейродерматите, как, скорее всего, именно фиксации на токсичном окружении. Стенокардии, инфаркты миокарда, язвенные болезни желудка, вообще желудочно-кишечные болезни очень часто имеют именно психосоматический характер. Когда ребенок не способен переварить эти токсичные отношения, да, система пищеварения страдает в этом случае. Вот. По словам Берман, такие последствия появляются из-за того, что психотравма не имела возможности быть прожитой в полной мере, и вот эта вытесненная ситуация или даже вполне себе осознаваемая ситуация, потому что во взрослой жизни некоторые люди способны вытеснить эту ситуацию, как будто бы забыли, и в целом воспоминания о детстве более-менее хорошие. Вот. А кто-то осознает такие ситуации, приходя на консультации, говорит о том, что я понимаю, почему я так себя веду, я понимаю, почему мне плохо, почему я не могу достигнуть успеха, я понимаю, почему мне трудно преодолеть некоторые страхи, обиды и так далее. Вот. Но сделать ничего с этим не могу. Я понимаю, почему у меня там проблемы с самооценкой, но не знаю, что с этим делать. И я в таких случаях, конечно, говорю о том, что самое важное вы уже сделали. Вы решили открыть это в себе, вы решили в этом разобраться и решили, что пора что-то менять. Это самое важное. Порочный круг, да, это как раз про сценарии жизненные. Люди с психотравмой в течение жизни переживают процесс ретравматизации не один раз. То есть в разных ситуациях они снова и снова проживают одно и то же событие. Они снова ухаются, как будто бы, знаете, регрессируют. И, например, если
на ребенка в детстве кричали родители, и он в этой ситуации с такими большими глазами стоял и ничего не мог сделать, потому что он ничего не может сделать в этой ситуации, особенно если ему 2, 3, 4, 5 лет, он маленький, он еще ничего с этим делать не может. И он абсолютно беспомощный стоял, смотрел, и вот они, я говорю, очень часто дети впадают в ступор в таких ситуациях. И во взрослой жизни, например, кричащий начальник может у него вызывать абсолютно те же эмоции, которые вызывали родители, когда ему было там 3, 4, 5 лет. И он точно в таком же состоянии ступора, беспомощный 5-летний ребенок стоит и ничего не может сделать с кричащим начальником. Вот это регресс, это впадание в то же состояние, это чаще всего один и тот же привычный сценарий. И вот по такому кругу человек идет, повторяя во взрослой жизни. Конечно, нужно обращать внимание на то, что нужно качественно проработать этот опыт, перепрожить, не впадать снова в травматизацию, а перепрожить и разрешить себе идти дальше. И в таких же аналогичных ситуациях начинать вести себя по-другому. Здесь дальше мы с вами будем разбираться по типологии Нэнси МакВильямс, поскольку я работаю в психоаналитическом направлении, и это направление больше всего мне нравится. Оно дает понимание природы того или иного поведения человека. И очень часто это поведение можно диагностировать на самых начальных этапах взаимодействия. Вот сейчас посмотрите типологию, которую я предлагаю, и я думаю, что вы тоже в своем окружении видите таких людей, да? А может быть где-то и ваше поведение. Да? Нужно понимать, что мы говорим именно об патологическом таком акцентуировании некоторых черт характера. Те или иные черты характера проявлены во всех людях. Да? То есть где-то мы можем быть там, громкими, где-то плаксивыми, где-то там, сильными, где-то слабыми. У всех есть по чуть-чуть всего. Но в ситуации травматичного детства и деструктивных сценариев эта черта характера начинает акцентуироваться, и она становится очень ярко выраженной. И вот эта вот патологическая яркая выраженность черты характера, она уже мешает человеку жить. Вот. Поэтому обратите на это внимание. Да? Когда формируется психопатический тип характера у ребенка? Что такое психопатический тип характера? Это люди агрессивные, яростные, такие, импульсивные, их агрессия направлена вовне, они защищаются. Они не принимают свою ответственность, они очень громко, агрессивно могут кричать о том, что нужно делать, при этом они, скорее всего, не будут внутренне нести ответственность за то, что происходит. Они лучше в следующий раз еще раз яростно нападут на кого-то. Довольно низкий социальный интеллект. Им трудно быть эмпатичными, им трудно понять чувства другого человека. Они слишком сильно травмированы для того, чтобы понять, что сейчас испытывает другой человек. Они не очень понимают, что сами испытывают. То есть вот этот панцирь, он мешает взаимодействовать. Это всегда много-много таких вот защитных кругов вокруг человека, сквозь которые не пробиться. Вот. В данном случае вот к людям психопатического типа характера подходит высказывание, да, нападение – лучшая защита. Вот в данном случае это именно такие люди. Конечно, они не способны к эмоциональной близости, потому что они не откроются, они не будут рассказывать какие-то чувства свои, какие-то страхи. Они не способны к этому пока на данном этапе. Вот. Они холодные, расчетливые, довольно безжалостные. И это люди, которые часто уходят в асоциальные типы поведения, не только в девиантные, да, а именно в такие деструктивные, асоциальные, криминальные, да, виды поведения, делинквентные, то, что мы называем уже в своей работе.
Вот. Что было у таких людей в детстве? Это была нестабильная ситуация, это вот неопределенность, нет чувства опоры, возможно, были потери, переезды, возможно, довольно часто у таких детей было насилие со стороны отца и не защищающая мать, которая либо делает вид, что не знает, либо делает вид, что знает, и при этом ничего сделать с этим не может, и ребенка своего не защищает, она сама беспомощна. И поэтому нет у ребенка опоры. Использование манипуляций в воспитании, когда не возникло вот этой эмоциональной привязанности, и поэтому оно не будет транслироваться на все последующие отношения в жизни. Люди такие не привязываются, они вот готовы идти по головам для того, чтобы закрыть свою вот эту дыру зияющую. Но они не смогут закрыть. Вот таким способом они ничего закрыть не смогут, и им нужны будут новые победы, новые головы, по которым можно будет пройти. Они ненасытны в этом плане. Вот. Поэтому, к сожалению, такие люди встречаются. И вот такое детство, да, приводит к акцентуированности психопатического типа. Если у вас есть по ходу рассказа есть какие-то реплики или вопросы, да, вы можете писать в чат для того, чтобы мы вовремя обращали на них внимание. Вот. Далее это нарциссический тип характера. Мы сейчас не говорим о том, что вот сейчас очень попсово стало, массово мы используем слово «вот он нарцисс», да? Нарциссическая травма. И мы очень часто не понимаем, откуда ноги растут, да, это из психоанализа, и оно используется в очень понятных и конкретных ситуациях. У нас у всех есть нарциссические и психопатические, да, особенности, депрессивные, мазохистические когда-то. То есть я говорила о том, что в том или ином человеке что-то более-менее ярко проявлено. В целом, да, у нас есть разные черты. Но сейчас я говорю о том, что если в детстве травмирован ребенок очень сильно, то та или иная черта в зависимости от уровня или от способа воспитания, да, очень ярко акцентуируется тот или иной тип характера. Вот. Когда вырастет человек с ярким нарциссическим типом характера, да, сначала поговорим, о чем это. Да? Это нестабильная самооценка, то есть вот либо Бог, либо там, я не знаю, дьявол. Нет вот этой промежуточной, нет серединки. Либо там я грандиозный, самый лучший, самый красивый, самый умный, вот, и там окружающие похвалили, все, я на этом полюсе. И кто-то маленькое замечание сделал, и все. И моментально человека кидает на другой полюс. Нет вот этой середины, нет устойчивости, нет опоры. И он вот метается между крайностями. Причем осуждает, оценивает и себя, и окружающих точно так же. Да? Вот. Нарциссы не выносят критику вообще. Вот это маленькое конструктивное замечание ими может быть воспринято как трагедия века. И, к сожалению, да, были причины на то, чтобы сформироваться такому типу характера. Но мы все видим вокруг себя людей, которые в той или иной степени, да, проявляют эти черты. Если же эта критика публичная, то для них это смерти подобно. Они переживают очень сильно, очень глубоко, очень долго. Это люди, которые невыносимо проявляют, невыносимо для окружающих, проявляют перфекционизм и максимализм. Вот прямо без компромисса. Вот еще раз повторюсь, у них нет середины. Они все время из крайности в крайность. Если там решили вымыть квартиру, то они натрут ее до блеска. Нет вот этой середины, когда я устала, уже все, можно там убрать эту тряпку и что-то доделать чуть позже, отдохнуть. Нет, они вымоют все до блеска, разложат, и нельзя будет. Да? Точно так же и в отношениях. Либо все, либо ничего. У них нет вот этой серединки, нет права на ошибку. Ни для себя, ни для окружающих.
с ними очень трудно контактировать в этом плане, вот, и они вызывают очень яркие эмоции внутри людей, с которыми они взаимодействуют. Вот. И, конечно, очень трудно у них происходит сепарация с родителями. То есть вот отделение с родителями. Они могут нести своих родителей, ну, нести условно, да, в психологическом плане всю свою жизнь. Они могут звонить им, продолжать, там, я не знаю, в 30, в 40, в 50 лет. Даже если они уехали в другой город, они могут продолжать звонить родителям по несколько раз в день. Рассказывать все и ждать обратной реакции. Потому что не просто так сформировалась эта патология, и она имеет свои корни. Потому что родители точно такие же. Родители пытаются ребенком закрыть ту пустоту, которая есть у них внутри. И это очень серьезные манипуляции, которые продолжаются во взрослой жизни. И поэтому отделиться от таких родителей очень трудно, потому что ребенок чаще всего является нарциссическим расширением родителей. Родители в детстве на таких людей не обращали внимания на чувства, которые испытывает ребенок. Замечали ребенка только в тех случаях, когда у него идеальный результат. У тебя 5 пятерок по 5 предметам. Вот ты супер, ты молодец. А если у тебя 4 пятерки и 1 четверка, ну вообще не супер. Ну смотри, да, там пятерки, у тебя 4, ты понимаешь, и не важно, что остальные пятерки. И это очень серьезные такие перфекционистские требования к своему ребенку. Конечно, он воспринимает это, интроицирует это отношение к жизни, к себе. Упор на, не на ребенка. Здорово, что вообще ты есть. Здорово, что ты здоров и жив. Вот это самое главное. Нет, тут не про это. Тут о том, что не важно, что ты устал. Нужно сесть и делать. Вот про это. Родители решают свои задачи в этой ситуации, проецируют это решение на своего ребенка, и ребенок начинает нести это во взрослой жизни. Шизоидный тип характера. Это очень серьезная интровертированность, погруженность в себя. И у нас есть такие люди, которые, ну, как будто бы есть в коллективе, есть в офисе, но при этом их не видно, не слышно, они заняты своими какими-то делами, либо внутренними, либо вроде как бы работают, но при этом они не стремятся к общению яркому, они могут долго выполнять монотонную работу. Они высокоинтеллектуальные могут быть, именно как раз потому, что они не отвлекаются на окружающие. То есть если они там сели делать по математике, они будут там скрупулезно делать по математике. Креативны, ну, они довольно легко могут что-то там создавать, придумывать, потому что разрешают себе уходить в фантазии. Для них в детстве уход в фантазии был защитной реакцией. И они ее усвоили настолько, что во взрослой жизни это позволяет им там, я не знаю, сидеть и придумывать, там, креативить что-то, ну, тихонечко, сам с собой. Одновременно у них вот тоже амбивалентное такое стремление сблизиться с кем-то, и при этом жуткий страх. А что будет, если мы сблизимся, и я растворюсь, и меня не будет? И поэтому, если у него есть выбор между тем, чтобы сблизиться и открыться, и дистанцироваться, и остаться цельным самим собой, то он выберет второе. Он дистанцируется, и поэтому он избегает привязанности, он не доверяет. Ну и у него довольно низкий иммунитет. Да, то есть такие слабоватые они. Поэтому они в детстве во время давления ушли в себя. У них нет сил противостоять. Да? Или их подавили, когда вот давление было способом улучшения своего ребенка со стороны взрослых, и у них не хватило сил противостоять. Он был в какой-то момент сломлен и ушел в себя. В детстве это чаще тревожная мать и властный отец. Когда она прям гиперопекает, нарушая все границы. Да, вот, Васеньке холодно, Васеньку надо в 35 шубу кутать, чтобы он не замерз. Она сама боится, она сама тревожится за все, за себя, за мир. У нее нет опоры. И она проецирует это на своего ребенка. Вот.
Нет у ребенка в этой ситуации собственного пространства, нет у него собственной жизни, потому что мама за него все решает. Мама решает свои проблемы посредством проекции на своего ребенка. Она за него все продумала, она прям вот как, я не знаю, курица-наседка, которая не оставляет возможности ребенку подумать, и чего он хочет. Она ему уже столько всего предложила, что он уже ничего не хочет. Он не может выбрать, потому что она ему и то, и это, и пятое, и десятое. Вот. И у ребенка не остается пространства вообще никакого. И поэтому он уходит в себя вот от этого давления. У него нет сил противостоять и выгнать мать и сказать: выйди, пожалуйста, из комнаты, закрой дверь. Ему проще в этой ситуации не замечать ее внутри этой комнаты. Ну, то есть он как будто бы ушел в себя. Такие люди очень легко впадают в зависимость, и если они уходят в зависимость, то это очень серьезная зависимость. Вот. И манипулятивное поведение – это двойные сигналы от родителей. Это когда ответственность за жизнь и здоровье матери, вот эта тревожная мать, передает на своего ребенка. И, к сожалению, я встречаю таких матерей, которые такие двойные сигналы своим детям посылают. То есть вот она сидит, она там умирает, я не знаю, он собирается гулять, а она делает вид, что она умирает, и при этом говорит: иди гуляй, иди, не обращай на меня внимания. И все, и начинает умирать. И вот эти двойные сигналы, когда ребенок не может выбрать, он проигрывает в любом случае, там выбора вообще нет. Мать уже все за него решила. И если он уйдет, она скажет, ну как бы, да, мне стало плохо, и некому было вызвать скорую. Он опять виноват. И если он останется, она будет говорить: ты видишь, мне же лучше, ну чего ты не пошел-то? И он опять в проигрыше. То есть вот такие двойные сигналы, когда нет возможности у ребенка сделать осознанный и ответственный выбор и нести за него последствия. Там уже все манипулятивно создано матерью. Чаще всего про мать, потому что особенно для мальчика это ключевая вообще фигура. Параноидный тип характера – это очень подозрительные люди, люди, которые не доверяют никому вообще. Даже если вам кажется, что вы наконец-то добрались до глубины его души, нет, на самом деле это иллюзия, этот человек вам не доверяет ни капельки. Практически не лечится, потому что не сформировано базовое доверие к миру. Но у таких людей отсутствует чувство юмора, потому что они все время ждут подвоха. Да? То есть не просто так он мне сейчас цветы-то примет, что-то он натворил. Да? Вот это вот жены, которые изначально не доверяют, или мужья, которые изначально не доверяют. Вот. Это внутренний такой эгоцентризм, когда они думают, что все в мире из-за них происходит. Плохое, хорошее, неважно. Дождь пошел, потому что я зонт не взял. И для них это вообще абсолютно логично. Да? Ребенок там в садике упал, потому что это я сегодня. Вот хотела же оставить его с собой дома, но вот подумала о себе и повела ребенка в садик. И поэтому он упал. Что-то сломал. Вот, то есть это вот мир крутится вокруг них. При этом у них особая такая логика интересная. Их переубедить невозможно. Если он, например, если это про мужчину, и он ревнует, там вообще никакие логические доводы не работают. Невозможно объяснить. И вроде как мы идем и показываем, что ты понимаешь, было то-то, 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 да, вывод. Он говорит своей логикой, да, которая, ну, вообще может даже сбить логику окружающих людей. Вот. Могут угрожать, потому что они очень боятся предательства. Они очень одиноки внутри. При этом они никому не дадут залезть туда внутрь. У них там тоже зияющая дыра, но они не пустят туда никого. Вообще, они даже про нее рассказывать не будут. Они даже себе, наверное, не всегда дают возможность осознать, насколько пусто там внутри. Они критичны к окружающим, они не признают свою неправоту вообще. Вот я говорю, они лучше выстроят там по своей логике все, и никогда не признают вину. Все равно они будут правы. Они постоянно пытаются контролировать этот мир. Они не могут расслабиться, они не могут отдохнуть, потому что вот это расслабление они привыкли с детства. Расслабиться, вот как отпустить все. И ты не подготовлен, если вдруг что. А если война? Ну, то есть вот такое у них состояние было в детстве. Почему? Потому что
Особенно важный период для формирования базового доверия с точки зрения Эрика Эриксона — это возраст до года, когда у ребенка формируется базовое доверие к миру. Если в этот момент мать не смогла контейнировать эмоции ребенка, если в этот момент она не стала для него поддержкой и опорой, то он не будет доверять этому миру. Вот эта тревога вырастет до масштабов Вселенной, и очень трудно будет что-то с этим делать. Это тревожная мать, которая проецирует свою тревогу на ребенка. Ты знаешь, вообще никому нельзя верить, никому не доверяй, никому ничего не рассказывай. Что бы с тобой ни было, никому не доверяй, потому что будет хуже. Вот. Ну и использование воспитания, подавления и унижения. Это может привести к формированию у ребенка параноидного типа характера, который, естественно, да, будет акцентуироваться постепенно и иметь влияние на его взрослую жизнь. Вот. Коллеги, хочется получить какую-то обратную связь. Да, понятно ли то, о чем я говорю? Есть ли какие-то вопросы? Еще у нас всего у Нэнси МакВильямс 8 типов характера, которые формируются в токсичных семьях. Потому что вот сейчас в чате я пока не вижу ничего. Спасибо. Ну хорошо, что, да, интересно. Как формируется депрессивный тип характера у человека во взрослой жизни, да, и что влияет на это? Что такое депрессивный тип характера? Это низкая самооценка, это апатия ко всему, вообще нет у человека энергии что-то сделать. Вот такой он бедный, несчастный, и сделать с этим ничего не может. Доступный материал. Ну, я постаралась сделать его максимально доступным, да, вы понимаете, что, конечно, там, если читать Нэнси МакВильямс, немножечко будет более, наверное, сложно понять, разобраться можно. Вот, но для меня было важно донести это в понятном формате. Вот. Депрессивный тип характера, да, вернемся. Это жертва такая, постоянная жертва. Ему плохо в жизни, но он ничего с этим делать не может. У него нет сил для того, чтобы сделать. Они убеждены в том, что изначально плохие изнутри. И вообще даже не важно, что вы их поддерживаете. И вы начинаете в какой-то момент с такими людьми понимать, что это вообще бесполезно. Бесполезно им говорить: да все у тебя получится, да все хорошо, да ты молодец, там вообще не работает. То есть человек изначально убежден в том, что все плохо, и он плохой внутри изначально. И поэтому там вы не сможете ничего с этим сделать. У него нарушены вегетативные какие-то функции, физиологические, да, сон, там, могут быть расстройства пищевого поведения, они винят себя во всем, они редко злятся на самом деле на других людей, они обвиняют себя в том, что происходит. Они, как помочь такому человеку? А я скажу, да, мы немножечко потом, вы пишите вопросы, и мы немножечко потом разберемся, да, что с этим, ну, можно ли вообще с этим что-то делать. Вот. Винят себя, да, уязвимы, ранимы, переходим к следующему. Очень, их очень легко обидеть. Я думаю, что вы встречали в своем окружении людей, которым даже боишься слова сказать, потому что непонятно, как он отреагирует, да, всегда у него все плохо. Они из-за своего такого глубочайшего чувства вины, сепарация, отделение от родителей всегда вызывает у человека чувство вины. Даже вот в здоровых, абсолютно, там, абсолютно здоровых отношений не бывает, да, все мы родом из детства. Вот. Даже в ситуации разделения более-менее нормальных отношений, да, при достаточно хороших родителях, у ребенка возникает чувство вины, потому что он уходит и как будто бы оставляет семью, и какое-то время он с этим чувством вины будет жить. И у родителей возникает чувство вины, а вдруг я что-то не додала. Вот. И эта сепарация даже у здоровых людей вызывает чувство вины. Но если уж у человека есть депрессивный, ярко выраженный тип характера, то он будет переживать это чувство вины всю свою жизнь. Он может даже не уйти там от мамы, папы, и может жить с ними всю жизнь, потому что он будет думать, что как я могу такой плохой оставить людей, которые меня родили и воспитали.
Он не думает в этот момент о себе. Он может быть, даже и жаловаться на это не будет, потому что у него просто непонятно, как можно оставить, да, престарелую мать и куда-то переехать, потому что ну, я должен, как я могу быть таким плохим? И вот для них забота о себе – это неправильно. Это значит, что они очень плохие, если они подумали о себе и забыли о других. Что было в детстве у таких людей? Это очень тяжелые такие токсичные отношения, когда свои страхи, тревоги, обиды родители очень четко проецировали на других, свое чувство вины проецировали на ребенка. И вот ребенок был у них виноват тоже изначально во всем. Его заставляли делиться, заставляли свое отдавать другому. Вывод: у него ничего своего нет. Тут со многими родителями мы обсуждаем тот момент, когда они говорят, ну как можно, например, ну не поделиться, там пришел соседский ребенок, там, например, увидел яркую игрушку, которую мы подарили своему ребенку на день рождения, а наш такой же Люба делиться не хочет. Вы ему подарили, это его собственность, это теперь его право делиться или не делиться. Если вы купили себе новую машину, а для ребенка вот это вот, как понимаете, это такой значимый момент, особенно в первые дни после того, как подарили, купили эту игрушку. Вот. Ну, вы же свою машину там соседу не дадите, потому что у него нет машины. Ну, для вас это нонсенс. И для ребенка точно так же, да, это мое, мне подарили, мне купили, а тут мне говорят, что вообще-то ты знаешь, неважно, оно твое или не твое. Вот там соседский ребенок – это более важный человек. И поэтому ты должен делиться, и начинается манипуляция, да. Ты что, жадный, что ли? Тебе что, жалко, что ли? Ну да, жалко, что в этом плохого. Вот. Ну, то есть вот когда мы начинаем с родителями разбираться с точки зрения логики об этом, они начинают понимать, ну как бы да, но в ситуации, когда они эмоционально вовлечены в это, у них свои процессы запускаются, и они проецируют на ребенка свои собственные страхи. Страх показаться жадным в глазах окружающих. И поэтому они начинают говорить, что жадный, что ли, иди поделись, пусть он поиграет. Вот, это, конечно, очень серьезные вещи. А когда это происходит систематически, и ребенок систематически понимает, что его никто не будет защищать, и ему все равно придется отдать, ну, у него нет сил больше с этим спорить, он отдает. Вот, когда ему не давали прожить какие-то важные моменты в жизни. Это родители, которые, например, боятся 5-летнему ребенку рассказать о том, что умер близкий человек, и дать ему возможность с этим близким человеком проститься. И когда вот этого ритуала прощания, точнее, не было в жизни ребенка, и ему сказали, ну все хорошо, ты не переживай, все замечательно, там, нет и нет человека. Они свои проблемы решают в этот момент. Они сами проживают свое горе, а горе ребенка не дают прожить. Вот. Или когда там кто-то спрашивает, а как вот у вас там сын реагирует на такое событие, на горе, они говорят, да все хорошо, ну ты же уже не переживаешь, правда, он же играет, все у него замечательно. И ребенок начинает понимать, что его чувства, ну как бы, они не должны быть такими интенсивными. Это неправильно чувствовать. Да? Я виноват, я плохой, потому что у меня все еще не все хорошо, как говорит моя мама. Вот. Не обращали внимания на ребенка, считали плохим то, что слишком чувствительный. И очень часто приходят родители и говорят, что вы понимаете, какой-то у меня нытик, плакса, и у него слезы там сразу. Очень часто приходят такие родители. И мы начинаем говорить о том, что же с точки зрения логики происходит не так. Это его поведение, он таким образом реагирует. Нам в этом моменте важнее поддержать. Вот. Ну, это считается, особенно если плачут мальчики, то мамы бьют тревогу. Это вот их чувствительность, да, почему-то они начинают сразу ему рисовать неуспешную взрослую жизнь. Маниакальный тип характера, это противоположность абсолютно депрессивному, они тоже не разрешают себе чувств, но они при этом скачут, прыгают, веселятся, и у них всегда все хорошо. Они всегда довольны, ну, пока, конечно, нервная система не истощится, вот.
Они готовы вести за собой, они готовы рассказывать о замечательной жизни, мире и так далее. Вот. Они не чувствуют потребностей, они все время в этой круговерти, и они благодаря вот этому активному такому поведению, да, когда у них все замечательно, все хорошо, они всех там вдохновляют, да, у них, они закрывают вот эту вот дыру свою, они не дают себе возможности прожить эти чувства, они очень поверхностны, эти люди. Они, соответственно, и чувства окружающих не могут понять. Они не способны прочувствовать то, что происходит. Что было у них в детстве? Тоже родители не обращали внимания на их потребности и чувства. Неважно, что ты сейчас чувствуешь, если мы идем в цирк, значит мы идем в цирк. Цирк смешно, ты должен смеяться. Что такое? Мы тебе тут цирк купили, а ты не смеешься. Вот. Ну, то есть, вот, понимаете, да, утрированно, но это примерно про это. Неважно, что у тебя сейчас внутри происходит, важно то, что снаружи. И ребенок в какой-то момент начинает так жить. Для него это норма. Тоже, конечно, родители не давали ему возможности пережить настоящих чувств из-за страхов, стереотипов своих собственных и отрицали вот наличие такого какой-то глубокой внутренней жизни у ребенка. Что у него там может быть плохого? У него все есть. Мы ему все купили, а у него там что-то плохо. Вот. Ну, то есть это отрицание того, что у ребенка может быть иначе. Мазохистический тип характера. Есть такие люди, которые, в отличие от депрессивных, которые страдают внутри, такие люди страдают наружу. Они ищут жалости к себе, именно жалость ценна для них. Вот. Они начинают рассказывать всем, какие они бедные, какие они страдальцы, у них и с работой плохо, и с семьей плохо, и дети вообще такие бросили бедную, там, я не знаю, несчастных родителей. Вот. Они критикуют, они как бы считают, что снаружи все плохо, и в этом все виноваты. Они не виноваты, они просто вынуждены страдать в этой жизни. И для них это естественная потребность. Это не про то, что они вышли на публику и играют. Они играют на публику. Но вот эта их игра настоящая. Для них эта жалость жизненно необходима. Вот. В детстве их критиковали, и рано передали ответственность. Часто такие люди растут в деструктивных семьях, в семьях там, с алкогольной зависимостью и так далее. Вот. Когда очень рано ребенок вынужден взять ответственность на себя, и кто-то его рядом пожалел. Вот если депрессивного совсем никто не пожалел, и он ушел в себя, то мазохистического кто-то пожалел. И он понял, что любовь можно получить через жалость к себе. Ой, ты мой бедненький, хорошенький, иди, я тебе покормлю, иди, я тебе там что-то дам. Может быть, бабушка, которая взяла на воспитание ребенка и жалеет, ой, ты такой несчастный, все, у тебя в жизни плохо, родители у тебя никакие. И ребенок научился так жить. Он вырос во взрослого человека, а поведение не поменялось. И он теперь через жалость добивается любви к себе. И это классические созависимые. У них рядом оказываются зависимые, или они доведут своего близкого человека до того, чтобы он стал зависимым от чего-то, для того, чтобы рядом с ним страдать. Вот. Они очень часто этого не осознают. Это не про то, что он плохой такой и портит жизнь другим, это про то, что ему плохо, он не знает, как сделать себя лучше. С ними очень трудно работать, и что-то поменять и помочь только в ситуации понимания, осознания. Обсессивно-компульсивный тип характера – это люди, которые начинают рационализировать все. Люди, которым не важно, что вы чувствуете, люди, которые все пытаются логически объяснить. Они очень чистоплотные, аккуратны, стремятся все контролировать, у них есть какие-то приметы, ритуалы, вот переплюнуть через там, левое плечо 3 раза, и тогда ничего не случится. Да? Если кошка перешла дорогу, нужно пойти другой улице. Вот такие защитные вещи, которые создают иллюзию контроля над жизнью. Люди такие очень сильно боятся, там, я не знаю, летать на самолете, например, потому что там нет контроля вообще, от тебя вообще ничего не зависит. И тогда они придумывают, например, либо не летают, либо придумывают кучу ритуалов для того, чтобы разрешить себе летать. Вот. И, значит, и билет там в каком-то кармане нести обязательно, и там перекреститься перед полетом, и там ноги держать. Вот реально бывают такие люди, которые там считают, что потряхивало в полете именно потому, что они забыли
совершить какой-то ритуал. В детстве к этим людям были слишком строги, слишком требовательны, очень высокая планка к ребенку и требования беспрекословного подчинения. Вот. Это родители, которые очень сильно морализируют. Ты уже такой большой, ты же должен сейчас уже понимать, что так себя вести просто невозможно. Это возмутительно, что ты себя в 5 лет не можешь сдержать. Чего ты поскакал-то? Ты видишь лужа, ты же уже большой, ты должен прекрасно понимать, что сейчас ты намочишь ботинки. Ну, то есть вот я утрирую, да, но это про это. Это про то, что очень высокая планка требований и назидательное такое морализаторство, которое переходит во взрослую жизнь этого ребенка. Истерический тип характера. Все мы таких людей знаем. Последний у нас тип. Да, это в основном женщины. Иногда бывают мужчины истерического, такого яркого склада, вот, но чаще это про женщин. Они очень демонстративны, очень эмоциональны, креативны, артистичны, инициативны. Все это только потому, что внутри живет огромная тревога, огромный страх заглянуть вовнутрь. Очень много страхов у них, особенно страх постареть, стать некрасивыми, я не знаю. Вот. Очень конкурируют с представителями своего пола. Если в коллективе одни женщины, то они могут дружить. Да? А вот если в коллективе появляется мужчина, они будут конкурировать. Они сделают все, чтобы завоевать. Им не нужен этот мужчина. Это просто доказать себя. Вот. В детстве мужчина был идеален. Вот если это про девочку, например, да, она идеализировала папу, а мама так себе. Вот. Ну и поэтому она себя не очень принимает, очень сильно тревожится. Это гендерные стереотипы про то, что если полная семья, например, да, то это про то, что мужчина зарабатывает, он такой большой, ответственный, а мама так себе отдыхает, ну чего. И вот она стремится все время завоевать папино внимание, завоевать мужское мнение, это пойдет потом по жизни. Вот. Особенно если папа каким-то образом вот стимулировал, поощрял такое поведение. Или наоборот, когда, например, неполная семья и женское воспитание мальчика, где говорят, что все беды из-за мужчин. И мальчик, конечно, становится, ну, как бы, а как ему быть мужчиной полноценным, да, если из-за него все беды в жизни мамы. Вот. Это экзальтированные родители, такие яркие, артистичные, очень. То есть интересная такая детская история у таких людей. Вот. Ну и вот чем помочь таким людям? Да? Во-первых, нужно понимать, что на характер ребенка накладывает отпечаток воспитания в семье. Обязательно. Без этого никуда. Он вырастет и будет использовать то, что взял из своей семьи. Хочет он того, не хочет. Мы иногда понимаем, что мы среагировали еще до того, как осознали. Задача ребенка в детском возрасте – выжить любым способом. Если он может выжить, он ищет способ выжить. Подстраивается, протестует, кричит, там, я не знаю, спорит, отстаивает или наоборот сломается, но он выживет. Обязательно это потом скажется во взрослой жизни. Он будет точно так же выживать, как выживал в детстве. Это четко усвоенные автоматические способы поведения. Очень важно, во-первых, осознать, что есть у другого человека или у себя такие паттерны поведения, да, не ругать. От того, что мы сейчас будем ругать, что вот я делаю что-то неправильно, да, ну, вывод-то, Господи. И так куча людей, которые критикуют, если еще вы себя сами будете критиковать, да. Вот. Поэтому важно понимать, что во взрослом состоянии можно тоже все поменять. Рекомендации здорового отношения к родительству для родителей. Родители – это живые люди, которые могут ошибаться. Говорите об этом ребенку. Ребенок – это живое существо, которое усваивает наши способы коммуникации. Помните это. Семья – это живой организм, который растет и развивается. Разрешите себе быть живыми. Живая часть позволяет быть счастливым. Родителям, детям, да, то, что настоящее, оно может быть исправлено.
Самое главное, да, каждый человек имеет возможность избавить себя от необходимости повторять деструктивный сценарий. Вовремя можете обратить на это внимание или обратить внимание другого человека. Но очень часто наше поведение в данном случае может быть не таким, чтобы мы сказали: а ты видишь, да, вот ты так делаешь, и это неэффективно. Часто это не работает. Он понимает, что это не работает, он же ничего не делает. Тут очень важно, а как мы себя поведем в общении с такими людьми. Будем мы жалеть мазохистического, мы вообще ничего не исправим. Ну, потому что он ради этого живет. Наша задача перестать жалеть, разрешить ему самому отвечать за свою жизнь и здоровье. Да, это неприятно, да, это больно, то, что с тобой происходит. Я могу тебе помочь, если ты захочешь что-то делать иначе. Я могу тебя поддержать, но при этом ехать на себе от того, что у тебя там было плохое детство, я не дам. Вот четкое соблюдение границ, осознание собственной опоры в общении с ними, потому что поведение таких людей может быть разрушительным для окружающих в том числе. Поэтому они очень часто остаются одни. Вот. Поэтому наша задача в этот момент не их менять, а себя контролировать, да? Себе быть ответственными, осознанными, соблюдающими границы и уважающими их границы. Мы можем быть примером для них, создавать им такое окружение, в котором они могут позволить себе быть другими. Вот. Да, все, это последний слайд. Мы сегодня чуть даже дольше вышли. В общем, но тема для меня очень интересная, я в ней работаю и консультирую родителей, поэтому, конечно. Есть ли у вас вопросы? Пишите, пожалуйста, я на них отвечу. Если все понятно и вопросов нет, ставьте минусики, и тогда мы будем завершать. Традиционно я минутку подожду. Пожалуйста. Пожалуйста. Я очень надеюсь, что информация полезна, и вы с чем-то уйдете. Спасибо вам большое и удачи!